Merhaba programmasını devam etemiz ve endi anlagandırсınız. Bizim stüdyamızda musafirler bulunadi dostlar. Geçenlerde aslında bu senesi devamında Kırım'da ilk kere Cumhuri Kırım Tatar Muzika, Oyun ve Yer festival yarışı olup geçken edi ve tamam bu bazar günü endi bu yarışның böyle neticeleri çıkarıldı ve gala konsert olup geçti ve tamam bu konsert ve bu yarış hakkında biz musafirlerimizden söhbet etmege isteyik. Evet sayılı dostlar, bu yarışның en mühim insanlarını biz studiyaga davet ettik. Bizim studiyamızda Kırım Cumhuriyetinde Halk Yaratıcılığı Merkezi'nin müdür muavini Nikolay Antюфриев ve Kaytarma Ансамбльның бедеребері Эльмира Налбантова. Selam алейкум. Selam алейкум. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение после такого важного мероприятия и как сегодня началось ваше утро? Эльмира Ханум. У меня утро В пробке. чашечки кофе, да, и в пробке, да, к сожалению. Впрочем, как каждое ничего утро в страшного. Симферополе. Кстати, ждали и волновались. Как настоящая женщина и актриса, вот буквально за мгновение до начала эфира подъехала. Ну, говорят, женщины всегда опаздывают, да, это на правило, свидание, да. да, правило. Но мы, слава Аллаху, мы не такие, ну, бывает, что наоборот. Конечно. Первый республиканский конкурс, фестиваль крымско-татарской музыки, песни и танца. Давайте еще раз вспомним, на что он направлен, каковы его основные цели и как проходили отборочные туры. Вы знаете, уже 10 месяцев. 10 месяцев шел наш фестиваль. Я вот, глядя на вас, вспоминаю, когда мы впервые в апреле сюда пришли, все достаточно волновались, кастингом. да, было трепетно от того, как пройдет наш первый фестиваль, и вот он завершился. С одной стороны, есть чувство освобождения и радости, а с другой стороны, даже немножечко грустно. Что можно сказать? Сказать можно самое главное. А главное то, что этот фестиваль состоялся. Мы уже говорили не раз, встречаясь с вами, о том, что 4 года готовили, и вот в этом году наконец-то это случилось. Более 2000 участников. Самая младшая, тоже как-то говорил на передаче, было 6 лет. Самая старшая 81 или 82, уже не помню. Все регионы Крыма. Вы помните, практически после каждого нашего выезда на отборочные туры мы с вами встречались. Это Саки, это Феодосия, это Бахчисарай, это село Кольчугино. Сейчас в попыхах, может быть, что-то и забуду. Это Красноперекопск. Практически весь Крым мы изъездили с отборочным жюри. И вот буквально 2 дня назад, 23-го, случилась главная церемония награждения и гала-концерт в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре. И вот там были представители практически всех наших регионов. И поскольку сказать хочется много, информации очень много еще, об одном хотелось бы обязательно сказать, что наш фестиваль носит интернациональный характер. И однажды на Всероссийском круглом столе, когда выступали мы с сообщением о нашем проекте, да, кстати, наш проект первый, республиканский, фестиваль крымско-татарского искусства удостоен дипломом, об этом было сказано, всероссийского конкурса «Россия. Этнический комфорт». Мы первыми получили данный диплом за наш проект, проект Центра народного творчества Республики Крым, авторами которой являюсь я и наш режиссер Эльвира Девлеканова, директор наша Ольга Черникова, которая возглавляла всю эту работу. Нам очень приятно, и мы чувствуем себя, простите за тавтологию, с чувством исполненного долга выполнили свою работу. Все-таки основная цель – это сохранение и популяризация крымско-татарской культуры. Безусловно. Это самая главная цель, и продолжая тему интернационального характера, я хочу сказать, что на нашем фестивале выступали и стали победителями и лауреатами не только крымские татары. Это были и русские, это были украинцы, это были армяне, болгары. Всех сейчас не вспомню. И это очень важно, потому что мы часто говорим о дружбе народов. А что такое дружба народов?
взаимопроникновение культур – это одно из самых важных моментов для нас, крымчан, потому что в Крыму именно крымская идентичность очень важна. И культура крымско-татарского народа как одно из, в хорошем смысле, оружия для сплочения нашей нации. То есть участвовали все, кому была интересна крымско-татарская культура. Совершенно справедливо. И дело не только в интересе, а дело в способности прививать данный интерес всем крымчанам. И крымско-татарскую культуру в том числе. На протяжении 10 месяцев участников оценивали действительно заслуженные лица, заслуженные артисты. Мираханым, кто оценивал уже финалистов? Финалистов оценивало очень серьезное жюри и очень компетентное. Это такие, как заслуженный деятель, художественный руководитель фольклорного крымского татарского ансамбля «Крым» Сервер Какура. Это балетмейстеры ансамбля «Крым» и ансамбля «Хайтарма» Назирея Мирусиин и Зарема Усманова. Это дирижеры ансамблей «Таврия» вокально-хореографического. То есть у нас жюри было очень интересное, но в то же время очень серьезное. Поэтому перед нами стояла задача такая очень сложная — выбрать из всех конкурсантов одного или двух победителей таких на гран-при и на первое, второе место. То есть очень серьезно было оценивание. Очень серьезно, очень, опять же, трепетно, потому что это было впервые. И тут следует сказать, что помимо духовной радости, и это очень важно, это впервые в Крыму случилось, и я не могу не выразить от имени организаторов слова благодарности депутату Государственной Думы Руслану Бальбеку. Именно он предоставил для нашего фестиваля призовой фонд. Об этом мы поговорим чуть позже, когда мои коллеги расскажут о себе как о победителях, да, и обладателях гран-при. Но это было впервые за всю историю не просто крымско-татарского фестиваля, а вообще фестивальных программ на территории Крыма. И я позволю себе, пусть это, возможно, не премии вселенского масштаба, но для нас, я считаю, это очень серьезное дело. 100 тысяч получил обладатель гран-при среди профессионалов и 70 тысяч обладатель гран-при среди аматоров. Мало того, денежные вознаграждения получили все лауреаты, начиная с 3-й, 2-й и 1-й премии. Действительно, такая серьезная поддержка для продвижения и продолжения, конечно, своей деятельности. Это очень важно. И завершая общие темы, я хочу сказать, что следующий год наш фестиваль уже будет носить, ну, если можно сказать, звание, да, регионального 2-го фестиваля. Мы выходим на уровень нашего Южного федерального округа. Как мы тоже говорили, будем привлекать и Краснодар, и Ростов, и наших гостей с континента. Но и нельзя не отметить сегодня человека, который по сути своей является вдохновителем данного фестиваля. Это благодаря его энергии данный фестиваль все-таки состоялся. Это заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов. Он тоже сегодня должен был присутствовать на сегодняшней передаче, но служба его подняли и направили по работе. Он сказал, что обязательно придет и выступит. Слова благодарности нельзя ему не сказать. И вот он автор имени. У каждого фестиваля должно быть имя. Поэтому со следующего года наш фестиваль будет называться 2-й региональный фестиваль крымско-татарского искусства «Дервиза». И мы со следующего года, как и обещали, опять же, мы свои обещания выполняем. Будет еще одна номинация «Разговорный жанр». Язык – это очень важно для народа. Звучит годно название. Да. И переходя уже к гала-концерту, расскажите, сколько финалистов непосредственно прошли в финал и чем удивляли на гала-концерте?
я занимаю очень много времени, скажу фразу, потом Нет, всё передам нормально, говорите. Эльмире слова. 170 только награждений было. Это так между нами. Когда мои коллеги из Крымско-Татарского театра услышали цифру 170, они, честно говоря, закатили глаза. Но, пользуясь случаем, опять же, много информации, хочется сказать спасибо. Спасибо тем, кто помогал вам, в вашем лице. Это телекомпания «Милет», которая постоянно была вместе с нами на всех просторах Крыма, на выездах, когда был и дождь, и жарко, и так далее. Я хочу поблагодарить наш Крымский киномедиацентр. Это они создали фильмы и тоже были с нами всегда. Конечно, не могу не поблагодарить наших коллег из КИПУ, всех членов жюри, кстати, в том числе и Эльмиру Налбантову, мы наградили благодарностью за работу в жюри, и членов отборочного, и членов финального жюри. Ну и, конечно, как я уже сказал, коллектив нашего Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра. Они взяли на себя тяжелый труд финальной организации данного фестиваля и заключительного гала-концерта и церемонии награждения. 170 наград. Эльмира? Но зато было интересно. А так 1, 2, 3 мало. А так 170. Уже хорошо. Эльмира Ханум, мы знаем, что кроме того, как вы были в составе жюри, ансамбль «Хайтарма» еще и занял гран-при в категории профессионалов. Догадывались ли вы, что ваш ансамбль займет главный приз? Мы совершенно не догадывались. Для нас было тоже очень волнительно и приятно, когда все члены жюри единогласно подняли руки и сказали: мы гран-при отдаем ансамблю «Хайтарма» за танцевальную хореографическую композицию «Тым-тым». Для нас было это очень почетно. То есть не было, а есть очень почетно, очень важно, потому что это самая первая награда ансамбля «Хайтарма» за то время, которое, будем говорить, я работаю художественным руководителем. Очень важно, потому что теперь впереди стоит еще больше работы, потому что это звание участника и ансамбля, который занял гран-при, еще больше нужно работать над собой, чтобы завтра мы показали еще интереснее и больше интересных, и больше больше интересных не только хореографических номеров, но и вокальных, инструментальных. То есть работа предстоит очень большая, несмотря на то, что мы уже такие премированные, да, но я думаю, что это первая премия, и надо еще больше работать над собой. Маленькая реплика. Эльмира, наверное, ей неловко говорить, но я хочу сказать, что почему было такое решение у жюри. Во-первых, танец «Тым-тым» мы представляем, как правило, индивидуальный танец. Тем более он требует определенной и очень сложной, непростой техники. Недаром именно хореографию очень часто представляют за рубежом данным танцем. А это был коллективный, фактически массовый танец, и добиться определенной синхронности, чистоты – это крайне-крайне сложно, и поэтому, в общем-то, действительно было без каких-то различных голосований. Кроме того, ансамбль «Хайтарма» в этот день имел еще выездной концерт. Это тоже не очень просто, потому что каждая организация творческая, она выполняет свои обязанности. Выездной концерт был не близко от Симферополя, он был в Бахчисарайском районе, и не просто в самом Бахчисарае, но при этом ансамбль приехал, выступил достойно, продемонстрировав, что не зря получил гран-при. Финал конкурса состоялся в ноябре, месяц назад, и, насколько нам известно, уже тогда были подведены итоги, но объявлены победители уже только в декабре, вот в конце декабря. Как удалось сохранить вот эту интригу? Сохраняли с трудом, потому что все вот даже коллеги звонили, спрашивали, как и что. Но за редким исключением, конечно, членов жюри, мы дали друг другу слово. Наверное, где-то что-то, возможно, и просачивалось, но в большинстве своем люди, приехавшие из-за пределов Симферополя, не знали о том, кто обладатель жюри, простите, гран-при, и кто являются абсолютными победителями
победителями, лауреатом первой степени. И если кто-то был в зале из вас, то они видели живую реакцию всех, кто на это реагировал. Я вот смотрел на девчонок из Хайтармы, но было искренне видно, что они впервые об этом услышали. Душу и сердце, в общем-то, не обманешь, да. И приятно было, что зал пока еще не очень большой для нас. Я думаю, в следующем году количество и аудитория станет намного больше, но он был полон, и были люди старшего поколения. Они благодарили со слезами на глазах, и это было не первый раз, и даже на наших отборочных турах. И была молодежь. Молодежь – это очень важно, потому что вам, в общем-то, поддерживать, расти и развивать. Очень важно было, сохраняя идентичность, при этом сделать это общедоступным. И что касается следующего года, когда начнутся кастинги следующего уже регионального конкурса? Не успев закончиться этот. Ну, было сказано нашими ведущими, что второй фестиваль начался галоконцертом наших победителей. Вот пройдет Новый год, пройдут новогодние праздники, и в феврале оргкомитет садится, уже письма направлены. Наш Госкомнац решил поддержать активно, и вообще общественность заметила данное явление как не только творческое, но и общественное. Мы надеемся, что в следующем году мы с нашим проектом не просто диплом заработаем, а уедем уже на континент с победителями, чтобы нас видели все. То есть впереди большие планы. Очень. Времени на передышку немного. Нет. Чок сау у нас, что пришли сегодня. Эльмира Ханом, наша беседа уже с вами, как с обладателями Гран-при, продолжится. Николай Борисович, спасибо, что пришли. Спасибо за такой конкурс. Действительно, очень важный конкурс, фестиваль для крымско-татарского народа. Мы желаем вам успехов в следующем году и хорошего дня вам, конечно. И вам успехов вместе с нами. Спасибо. До встречи. Біз есе сайғылы достылар, бір қаш дақадан субъетімізні девам етежеміз, шымды есек тұса бір тенефюс япамыз ве шиырны діңлейміз.